Алина, вот, слава Богу, за каждого, слава Богу. А сегодня день рождения еще у сына Светланы Николаевны, мы его поздравляем. Гарного чернобрового хлопчика, да? 7 февраля Михаил Козлов. 1 сентября. 1 сентября, неправильно начал свое года. Ну, простите старого человека. Слава Богу, ну, в общем, давайте мы простримся к Господу нашему. Аллилуйя. Просто благодарим Тебя, Господь. Просто приветствуем Тебя на этом святом месте, Господи. Благодарим за эту привилегию собираться вместе в полной свободе, Господи. Аллилуйя. Благодарим за это чудесное место. Благословляем хозяев этого, аллилуйя, дома во имя Иисуса Христа. Благослови каждого, кто пришел, кто в пути. Благослови тех, кто в Инстаграме, тех, кто в Зуме. Благослови, Господи, каждого во имя Иисуса Христа. Благослови проповедующих, помножь уста, чтобы Твое Слово находило с дерзновением, Господи, и производило действие под Его благоволением. Благослови левитов, которые пойдут впереди, благолепие святыни, чтобы они вели, Господи, аллилуйя, Твой народ, прославлению, поклонению, чтобы прославлять и поклоняться только Тебе, Царю царей, во веки и веки, Господи, аллилуйя. Благодарим и прославляем Его на этом месте. Аллилуйя, да будет Твоя воля во всем, от самого начала до конца, во имя Отца, Сына Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, знаете, может, осуждаешься, что ты не в духе, и ты недоволен собой, и тебе кажется, что Бог хочет, чтобы ты был всегда сильным, но ты никогда не будешь постоянно сильным. Это будет всегда. Ты то ли в духе, то выходишь из духа. Ни один человек не может быть всегда в духе. Поэтому никогда не осуждайся. И знаете, наоборот, Бог допускает испытаний и всевозможные такие преграды, чтобы ты был, научился быть славным, всегда уповать на Господа. Да? Вспомните, Иаков был, у него вспомнил Петро, и он мог наконец-таки уповать на Господа. Хорошо? Поэтому никогда не осуждайся. Наоборот, это хорошо, что ты слабый, что ты, может, не в духе, значит, ты нуждаешься в Боге. Правильно? Аминь?
отдадим это все, что здесь написали твои сыны и дочери. И твою душу уже знает сам Бог. Аминь, Господи, просто прикоснись к каждой нужде, Господи, просто излей Твою благодать, излей Твои милости и благости каждого, потому что Твоей благодати достаточно для каждой ситуации, чего бы то ни касалось, здоровья, исцеления, финансов, освобождения, мира в семье, работы, чего угодно, Господи, Твоей благодати достаточно, Боже. Просто излей свою милость и благость на каждого, да придет Твой Божий ответ, и да прославится Твое святое имя, Твое великое святое имя, Господи, благодарим Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ скажет аминь. Слава Господу, Ситам, призвал наши прекрасные седалища. На таком месте Пасха мы находимся, да? Слава Богу. Мы будем здесь практически, оказывается, кто-нибудь попросит. Так что каждое воскресенье добро пожаловать сюда. В это же время, в 3 часа, 3:00, добро пожаловать. Аминь. И такое еще объявление, что детская будет здесь же, на 2-м этаже, но дети туда пойдут после поклонения. Знаете почему? Потому что дети должны быть научены и прославлять, и поклоняться, и давать, и как это делают взрослые. Понятно? Чтобы они знали слова песен, поэтому раньше времени туда чуть-чуть не надо. Видите? Пока. Потом, кстати, сегодня будет первая молитва за всех детей. Пастор сам выйдет и благословит каждого ребенка. Это будет классно, потому что это надо возобновить. Это классно, когда пастор благословляет. В общем, понимаете, это круто. Приводите детей. Вот. Еще какое объявление, что здесь Наталья Владимировна находится еще здесь, она слышит каждое наше слово, и после служения она может. Тут, короче, у них книжный стол, и если кому-то чего-то не хватает, или что-то сильно кто-то хочет, можете после служения, не сейчас, подойти туда, мы там будет дверь, и она сможет нам что-то предложить. Аминь, если хотите. Вот. И еще объявление, то, что это самое, по понедельникам у нас всегда проходит молитва за детей. Поэтому добро пожаловать, тот же идентификатор, тот же пароль, 6:00, пожалуйста, кто желает. Здорово. Да. Ну и в субботу молитва, добро пожаловать на молитву, тоже или в Zoom, или как, ну, или в офисе. 10:00. Аминь. Это объявление всем. Все. И сегодня, раз мы дали слово, то я только, наверное, добра там может быть сюда. В общем, знаете, я сегодня хочу немножко отвлечься, но я все равно подведу к тому Божьему слову, да, без этого никак. Но я сегодня хочу просто в последнее время слышу очень много негатива во многих сферах, потому что страна не такая, и правители не такие, и церковь не такая. Ну, в общем, мне это, честно говоря, надоело слушать, да? Хотел прочитать вам такой монолог, ну, просто потерпите, ладно? Монолог Жванецкого «Советская Родина». Ты не читал такой, не слышал? Она была суровой, совсем не ласковой с виду, не гламурной, не приторно любезной. У нее на это не было времени. Да и желания не было. Происхождение подкачало. Простой она была. Всю жизнь, сколько помню, она работала. Много, очень много. Занималась всем сразу. И прежде всего нами, оболтусами. Кормила как могла. Не трюфелями, не лангустами, не пармезаном с моцареллой. Кормила простым сыром, простой колбасой, завернутой в грубую серую оберточную бумагу. Учила. Совала под нос книги, запихивала в кружки и спортивные секции, водила в кино по 10 копеек за билет, учила думать, учила делать выводы, сомневаться и добиваться. И мы старались, как умели, и капризничали, и воротили носы, и взрослели, и умнели, мудрели, получали с ликами ордена и звания, и ничего не понимали, хотя думали, что понимаем все. А она снова и снова отправляла нас в институты и университеты, в НИИ, на заводы и стадионы, в колхозы, стройотряды, на далекие стройки, космос. Она все время куда-то нацеливала нас, даже против нашей воли. Брала за руку и вела. Тихонько подталкивала сзади, потом махала рукой и уходила дальше, наблюдая за нами со стороны, издалека. Она не была благодушно показной и нарочито щедрой, она была экономной, бережливой, не баловала бесконечным разнообразием заморских благ, предпочитала свое, домашнее. Но иногда нечаянно дарила американские фильмы, французские духи, немецкие ботинки или финские куртки. Не часто и немного, зато все они были отменного качества. Кинокартины и одежда, и косметика, и детские игрушки, как и положено быть подарком, сделанным близкими людьми. Нам не хватало, и мы роптали.
избалованные дети, еще не знающие боли. Мы ворчали, мы жаловались, мы были недовольны, нам было мало, и однажды мы возмутились. Громко, серьезно. Она не удивилась, она все понимала, и поэтому ничего не сказала. Тяжело вздохнула и ушла. Совсем. Навсегда. Она не обиделась. На свою долгую трудную жизнь она ко всему привыкла. Она не была идеальной, сама это понимала, она была живой, и потому ошибалась. Иногда серьезно, но чаще трагически, в нашу пользу. Она просто слишком любила нас, хотя оставалась особенно это не опасно. Она слишком хорошо думала о нас, лучше, чем мы были на самом деле. И берегла нас как могла, от всего другого. Мы думали, что мы выросли давно, мы были уверены, что вполне проживем без ее заботы и без ее присмотра. Мы были уверены в этом, мы ошибались. А она нет. Она оказалась права и на этот раз, как почти всегда. Но выслушав наши упреки, спорить не стала и ушла. Ушла, оставив нас жить так, как хотели мы тогда. Вот так и живем с сих пор. Зато теперь мы знаем все. Что такое изобилие, что такое горе, вдоволь. Счастливы ли мы? Не знаю. Но точно знаю, какие слова многие из нас так и не сказали ей тогда. Мы заплатили сполна за свое подростковое нахальство. Теперь мы поняли все, чего никак не могли осознать своим незрелым умом в те годы нашего безмятежного избалованного детства. Спасибо тебе, не поминай нас плохо и прости за все, советская Родина. Просто, понимаете, мы должны... Это монолог Жванецкого, Михаил Жванецкий. Представитель избранного народа. Так говорил о своей Родине. Так поэтому, да, мы жители Небесного Царства, но мы родились конкретно в этой стране, сначала в Советском Союзе, сейчас живем в России, но просто мы должны хотя бы уважать свою страну, где мы живем, не говорить о ней плохо, о ее правителе. Хотите что-то изменить, молитесь. 1 Тимофея 2. Прежде всего, прошу совершать молитвы прошения. Если не молитесь, тогда, ну, понимаете, вы такие вещи. И к тому, что я вот немножко все-таки медик, я не врач, но я все-таки немножко медик, да, и ко мне частенько обращаются сестры и братья там, по поводу делать или не делать, да. Я просто хочу вас услышать и сказать, что лучше делать, потому что в этом ничего плохого нет. Я изучала всю эту историю по поводу этой прививки, ее, особенно спутники. Ее изобрел Александр Леонидович Гинзбург, также представитель избранного народа. Это о чем-то говорит? Он ее опробовал сам на себе, первым. Пандемия была объявлена в прошлом году, 20 февраля. Уже почти год прошел, почти 10 дней, да? Он себе сделал прививку 30 марта. Он не побоялся. Сделал не только себе, но и своим родным. Какой, скажем, ну... Хорошо. Вы просто думайте сами, делайте сами, молитесь, хорошо? Прежде чем делать, просто помолитесь. Аминь? Слава Богу. Да, и тогда уж сказали, будем тогда поем псалмы. Псалом откройте, пожалуйста, 33-й. Там какие красные стихи. Сейчас мы прочитаем. Аллилуйя. Все летает. 6 стиха. Кто обращал взор к нему? Написано, те просвещались, и лица их не стыдятся. Да? Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, которому уповает на него. Бойтесь Господа, святые его, ибо нет скудости у боящихся его. С кем не бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Вот здесь еще вернемся к 6 стихи. Кто обращал взор к нему, то бишь, когда мы только присмотрели на него, на Иисуса, обратились к нему и приняли спасение, да, написано, что те просвещались, лицо твое светлее, лицо твое не постыдится, сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ты бишь, мы все нищие духовно тогда были до спасения, да? И мы тоже каждый взываем в чем-то, чего-то прося Господа. Написано, что люди могут тебя не услышать, да? Или это может надоесть людям. А написано, что Господь услышит, Он услышит каждого, кто к Нему взывает. И спасет от всех бед его. Разве это не чудесно? Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Даже если ты идешь вечером в темном месте или где-то там, да, тебе страшно, то написано, что ангелы Божьи. А в Откровении написано, что ангел какого? Написано, что одного ангела стояла на земле, вторая нога на суше. То бишь, какого должен быть?
просто ангел, чтобы так стоять. Потому что они-то не понимали, кто это его избавляет. Вкусите. Когда-нибудь ели арбуз, когда жара улица, да, и такой ваш рот просто слюнки текут, понимаете, вкусите. И просто надо вкусить, как он благ. И ты когда будешь знаешь, что вкус, ты потом будешь знать, я знаю этот вкус. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа. Бойтесь Господа, если не знаешь, то что. Ой, боюсь. Бойтесь, это имеется в виду, чтите Его, почитайте, уважайте, любите, поклоняйтесь, прославляйте. Как мы можем это делать? Даже своими финансами. Цветы Его, ибо нет скудости. Скудости значит, нет никакого недостатка, боящихся Его. Скильные перцы терпят голода, ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Аминь. Еще одно прочитаем, тоже чудесный Псалом 36, здесь всего несколько стихов тоже, с 18 до 19. Господь знает дни непророчных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты. Достояние, что такое достояние? Это все, что ты себе представляешь. Есть даже такая передача для достояния республики, перед человеком, да? Твое достояние прибудет вовеки, и не будут они постыжены во время лютой, и во дни голода будут сыты. И 25-26 стих, это сам Давид говорил, когда он прожил такую насыщенную жизнь, он говорит, я был молод и состоялся, и не видел правила оставлен, и потомков просящих за хлебом. Он всякий день делает и взаймы дает, и потомство его благословение будет. Аминь. Потому что до старости ты не видишь, что твои дети просили хлеба. Ты можешь давать всякий день на всякое доброе дело. На всякое доброе дело. И написано, что твое потомство будет благословено. Это Слово Божие. Поэтому, если есть желание сегодня что-то дать Господу, то давай всегда блажение. Просто будьте благословены в своем даре.
И вот так присаживайтесь. Можешь поприветствовать своего соседа, сказать, что я рада видеть. Кто не боится, можете руками, если не боитесь. Подмигните кому-то рядом. Мы сейчас будем петь одну песню, новую песню, «Благословение» она называется. Но прежде я хочу немножко поделиться просто теми переживаниями, которые всплывают, что ли, когда вот эту песню мы учили, когда я размышляла о ней. И на самом деле эта песня давно уже, она вышла в мир, она где-то в том году, не знаю, там, весной или летом. И она захватила буквально весь мир вообще. Ее очень много, оказывается, поют, я этого не знала на самом деле, но она просто захватила весь мир, потому что, наверное, это очень актуально, потому что в ней идет такое благословение, провозглашение благословения на наших детей, наших потомков. Потому что мы понимаем, что в мире сейчас очень много чего происходит, что не по-божьему, так проще говоря. И, естественно, это захватывает людей, захватывает молодежь, захватывает детей. И как важно, и родители, да, и взрослые, я говорю всех, и как важно, наверное, передать тот стержень, который есть Христос нашим детям, потому что неважно, на какой стороне баррикад они окажутся, неважно, в какой ситуации, там, на работе или еще где-то, но важно, чтобы вот этот стержень был и держал их в христовых таких, в хорошем смысле рамках. И это хорошо, это неплохо. Картина, которая передо мной последние дни, то, что происходит в нашей стране, к сожалению, и, наверное, многие из вас смотрели какие-то новости, и мы видим вот эту картину, как молодые люди, они выходят что-то сказать. По другой стороне молодые люди в обмундировании, и их тысячи с этой стороны, их тысячи с этой стороны. И они молодые. Это наше будущее поколение. И с той стороны, и с той стороны. Они так нуждаются во Христе. Потом, просто стоит передо мной, понимаете, вот эта картина пополам разделенная. С этой стороны молодые люди. Потом мы в прошлое воскресенье с Эстер были у нее на кружке, на танце, был батл танцевальный. И интересно, что я была, честно скажу, я была просто в Божьем присутствии, потому что они так классно танцуют, ребята такие творческие, там молодежь. Я скажу, я ни одного мата не услышала, я просто, классная была атмосфера, очень дружеская такая, очень такая поддерживающая, очень творческая. Ничего, ни пошлости, ничего не было, слава Богу, то есть, атмосфера просто потрясающая. И у меня передо мной в глазах просто эти молодые люди. Я, конечно, не скажу, что я весь вечер молилась за них, но я не переставала периодически за них молиться. Я снимала почти каждый танец. Выйдет какой-нибудь крутой там парень, начинает танцевать круто вообще, я просто молюсь. И я не могу, у меня внутри просто все поднимается. И их так много было. И потом у нас была молодежная встреча, мы решили собраться с молодежью, с лидерами молодежи в офисе пастора. И все, кто смог прийти, это была Лиза и Ефрем. И вы знаете, так хочется эту картину перевернуть. Понимаете, о чем я говорю? Перевернуть. Здесь 2 человека, здесь кучка таких людей, и там тысячи. Понимаете, о чем я? Хочется перевернуть, хочется, чтобы в церквях были тысячи молодых людей, которые отдали свою жизнь Христу, которые служат подросткам, которые служат детям. Мы вспоминали вчера тоже с Симом, я говорю, ты помнишь, говорю, детского пастора в Швеции? Там такой мужчина уже в возрасте достаточно, лет 40, но он не может мимо пройти ребенка спокойно. Он обязательно что-нибудь скажет, он там, даже если язык не понимает, все равно там погладит, что-то сделает. Такая атмосфера потрясающая. Просто хочется вот эту картину, хочется, чтобы в вашем сердце эта картина тоже осталась, чтобы большинство молодых людей, они получили этот стержень Христа в свою жизнь.
Ну, конечно, молиться, конечно, проповедовать, конечно, быть свидетельством своей жизни и так далее. Будем за это верить, хорошо? И будем петь. За тебя,
за тобою, Бог в тебе всегда, вокруг тебя, Он с тобою, Он с тобою, ранним утром, поздней ночью, когда входишь и выходишь, когда плачешь и смеешься, за тебя Он, 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 за тебя Господь, за меня. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! На самом деле, знаете, это не просто песня, она больше, чем песня. Это молитва. И я хотел бы спросить у вас, для сидящих и вы, стоящих, хотите ли вы, потому что слова этой песни, они говорят об этом, чтобы ваши дети были благословлены, чтобы дети ваших детей были благословлены. Тогда как минимум, ну некоторые, по крайней мере, согласны, как бы, да. Знаете, как минимум нужно молиться об этом. Это как минимум. Почему? Потому что мало и недостаточно только молиться. Твоя молитва должна во что-то реализоваться. Сама молитва должна быть, знаешь, как воплощена, да? Но она должна еще в чем-то реализоваться. Ты хотел бы знать? Ну, тогда ты на правильном месте. Аллилуйя. И знаешь, эту молитву, или наподобие таких песен молитв, их нужно визуализировать. Их нужно, это надо верой просто увидеть, что я не просто где-то, знаете, написано «Вся слава КПСС». И КПСС нет, и славы им нет, на самом деле. Сколько бы ни писали. Но там, где написано, это входит в твое сердце, это через твои глаза это входит, и оно начинает выходить через, не знаю, молитвы, через колени, через посты, через какие-то поступки. Когда это будет касаться твоих детей. Это будет касаться прежде всего тебя. Аминь. Прям такой, знаете, не то, что мы можем петь, еще мы в конце еще и споем. Спасибо прославляющим. Спасибо тем, кто спели, тем, кто... давайте все присядем. Слава Богу, что мы на замечательном новом месте. Это второе служение. И теперь, чтобы
просто не было вопросов. Все наши служения, по крайней мере воскресные, я не говорю о дополнительных, они будут проходить здесь. Мы заключили договор, мы оплатили вперед на месяц, и мы вообще не заворачиваемся. И все замечательно у нас. И мы верим, что будет также замечательно в нашем присутствии здесь, поддерживая порядок и чистоту, уважая наших братьев и сестер, которые имеют свое помещение в здании, которые с любезностью предоставили его нам. Вот, и мы рады выйти, поддержать их и благословлять. Аминь. Буквально прежде я пойду, в то, что я пойду, я вам хочу тоже добавить, что я немножко делился в этой молитве. Когда первый раз я о ней услышал, когда мне показали ее, и я ее прослушал вначале в английском варианте, знаете, когда ты не знаешь всех слов, тебя может коснуться музыка. Но в той ситуации меня ни музыка особо не коснулась как-то прям, знаете, с первого, а слов я не знал особо. Вот, как бы, ну да, там благословение поется, сама песня называется «Благословение». Вот. И я еще как бы, не понимал, что это прям молитва из Писания. Вот ее основная часть. Но потом, знаете, когда ты смотришь вариант песен, именно этой песни, я смотрел на ютубе, там много, там, знаете, на стольких языках, там и на арабском, и на нигерийском, там вообще можно просто запутаться. Вот так прикольно это смотреть, и как люди, они подходили на разных языках, они делают еще разные хоровые, всякие вещи. Я не рекламирую, но захочешь, посмотришь, ты понимаешь, куда тебе, да, выйти. Но я вторым вариантом я прослушал на иврите. Это пение на иврите. И меня не коснулось еще слова, потому что иврит я вообще не знаю. Меня коснулся клип, который был снят, где сам автор, который он поет, и он участвует в клипе, показывает какого-нибудь сына на молитву, и они накрываются покрывалом. И вот этот образ, это, знаете, сила передачи, это сила благословения, это сила наследия, это сильно на самом деле. И мы запланировали нечто похожее, мы не планировали вот это воскресенье, именно такое собрание, как оно будет, и эту песню. Вот. Но на самом деле мы хотим оттолкнуться от этого псалма, от этой песни в будущее нашей церкви. Потому что на последнем лидерском выезде, точнее первом лидерском выезде этого года, но который уже пока последний, будет следующий, мы пришли к выводу, что мы говорили о видении церкви, мы говорили о том, что Бог говорит для слова жизни вообще, для слова жизни якутской, и как бы нам это, то, что мы где-то вот немножко, да, ну как не потеряли, но затушевалось, забыли, вот где-то вот засуетились, какие-то дела, ковид, еще что-то там, всякие проблемы. Мы поняли, что нам нужно оживлять видение, нам нужно быть в видении. Но что еще больше мы увидели? Что в видении должна быть молодежь. Молодежь должна быть наполнена видением, она должна гореть видением. Но для того, чтобы она загорелась видением в этой церкви, она не загорится сама по себе. Что-то для этого нужно сделать. Аминь? Аминь. Поэтому этот псалом, молитва, которая приведет нас, не только он, но... Поэтому, в принципе, анонс вы знаете, название проповеди «Перейдем через Иордан». Детей нужно отпустить. Перейти или перейдем через Иордан. Бог сказал Израилю, чтобы они перешли через Иордан. Это был Божий план изначально, когда они еще выходили из Египта. Но что-то пошло не так, мы знаем в Библии, когда мы читаем от Бытия до Второзакония последних глав, что-то не срослось, что-то не случилось. Иисусу Навину пришлось, если мы так немножко будем просто вспоминать, Второзаконие, это как бы книга, которая все ближе к завершению ее. Бог говорил Моисею, и Моисей говорил всем Иисусу Навину, что я не войду, и при всем желании, в принципе, у Бога, как сказать, был план, чтобы и Моисей вошел, но большая часть народа не вошла, и Моисей в том числе тоже. Причины банальные, не будем углубляться в них, но из-за личного непослушания и ропота народа он не смог войти в землю обетованную с какими-то вот этими старым укладом, старым пониманием. И тогда пошли те, кто вошли. И книга Иисуса Навина описывает она об этом. И сейчас чуть позже мы это будем чуть-чуть углубленнее рассматривать. Божий план был, конечно,
вывести Израиль из египетского рабства, вывести евреев в землю обетованную, которую он и обещал. Еще обещал Аврааму, еще был заключен завет. И чуть-чуть пускай детали, потому что мы немножко пробежим всю эту историю, как все это было, краткий экскурс. А сегодня, когда мы читаем книгу Иисуса Навина, вы знаете, даже мировые историки, да, археологи, с чем-то соглашаются, с чем-то не соглашаются, что касательно Библии. Но многие уже мировые там археологи, историки, они как бы соглашаются с теми доказательствами, что ситуация вот с евреями, которые дошли до Иерихона, то есть чем знаменательна книга Иисуса Навина? То есть на мировом даже уровне, как бы, да, среди вот просто мирских ученых, это тем, что был исторический город Иерихон. Это не только его сейчас, он не географически немножко так рядом, в другом месте, потому что со временем все заносит, там слоями, там люди откапывают, археологи. Так вот, что этот город был разрушен, и его стены были разрушены до основания, как и говорит Библия, это факт. Это исторический, подтвержденный археологический факт. Как это произошло, ученые объяснить не могут. Они могут как-то предполагать или еще что-то, но нам Библия все говорит очень ясно. Нам далеко даже ходить не надо. Мы знаем, что это описано, мы знаем, как это было, но я хочу с вами увидеть немножко другую перспективу. То есть Библия и мир как бы показывает, но на самом деле это мир уже так акцентирует, потому что если смотреться, Библия много чего показывает, чего мы все сразу видим. Что не единственное чудо, которое вот так явно как бы, да, выражено в книге Иисуса Навина, это падение Иерихона и все, что с этим связано. Падение стены Иерихона. Ну вот и его падение, потому что он был уничтожен, там были наложены проклятия на него, все, кроме Раав и ее семьи, были убиты. Это был определенный Божий план. Потому что земля принадлежала Богу, который хотел, чтобы это было отдано его народу. Но сейчас я просто для вас прочитаю для сокращения и не будем лить воды. Хочу с вами увидеть другую перспективу, что это чудо было возможно, вот падение стен Иерихона, потому что автором этого чуда был, конечно же, Бог. Но при всем при этом и народ, который перешел через реку Иордан, также был в соавторстве с Богом. Что же это за народ? Что же это за народ такой? Что в них такого особенного? Как это у них могло получиться? И что этому предшествовало? Немного экскурса в историю. Если откатиться на 120 лет назад, а точнее лет на 400, то мы обнаружили евреев, неплохо устроившихся в Египте, переживших голод, размножающихся так сильно, что последующие фараоны, правители Египта, уже не знавшие заслуг Иосифа и все более опасавшиеся, что евреи так сильно разрастутся, что поглотят Египет. Этот страх породил ненависть и, как следствие, имперскую политику по уничтожению евреев посредством убийств младенцев мужеского пола, чтобы они не распространялись. Но Бог, бодрствующий над своим словом и хранящий Израиля, чудным образом сохранил жизнь одному еврейскому младенцу мужеского пола, которого поместили в корзину его мать и отпустила по реке в надежде на его спасение. Корзину прямиком принесло к дому дочери фараона, и младенец, так сильно понравившийся ей, что она решила взять его себе. Не просто взять, а усыновить, и дала ему имя Моисей, что значит взятый из воды, спасенный из воды. Он рос себе так неплохо во дворце, и все бы хорошо, но так или иначе, со временем он узнал, что он не египтянин, а иудей. И однажды, видя издевательство надсмотрщиков и пытаясь защитить одного из своих собратьев, он убил ненароком египтянина, гражданина Египта. Ему пришлось бежать, так как закон велел за это наказание.
И он скрывался 40 лет в земле Мадиамской, где 40 лет он пас овец, он обрел там жену, он обрел там детей, хозяйство и много другое. И все казалось ему неплохо, но у Бога был план. Горящий куст, Божий голос из этого куста и призвание Моисея пойти в Египет и вернуть, освободить евреев. А что потом? А потом драматические события борьбы между фараоном, и, может быть, вы скажете, Моисей, скажу, нет, я между фараоном и Богом. 10 казней, триумфальное освобождение после смерти первенцев и выход евреев. Но фараон, жаждущий мести за гибель своего первенца, посылает всю армию Египта, чтобы уничтожить евреев. Моисей приводит евреев к Красному морю. По пятам за ними египтяне. Бог говорит Моисею: возьми посох свой и ударь по воде, и она расступится. И евреи, когда вода расступилась надвое, как посуху по дну моря, перешли на ту сторону. А египтяне, бросившиеся, чтобы настигнуть евреев за ними в погоне, в этот же проход, все погибли до одного, покрытые и потопленные водами моря. Вот оно, славное избавление. Вот оно, Божье проявление. И кажется, вот оно место для того, чтобы Израиль воздал славу Богу. В принципе, когда мы читаем Писание, они это и сделали. Они и сделали это. Но есть одна проповедь, такая маленькая добавка. Я слышал ее очень давно, одного служителя. Называлась «Та песня, да не на той стороне». Если смотреть историю Библии повествования, то перед тем, как воды расступились, евреи роптали. Они говорили Моисею: куда ты нас приволок? Почему мы не остались там, где травы? Почему мы не снялись под фараона? Когда воды расступились, они увидели выход, они перешли, в воду потопили египтян, и тогда Марьям взяла тимпан, начала ликовать, и весь народ, и были танцы, и было веселье, до упаду, что они там уснули от усталости. Настолько они радовались. Но на самом деле Бог уже показывал через казнь свою славу. Он их вел в столпе облачном и огненном. И они могли славить Бога в вере до того, как воды не расступились. Они бы расступились, наверное, даже не от посоха, а от веры и поклонения народа. Но было то, что было. И вот, кажется, свобода, радость, ликование, нескончаемая благодарность Богу за чудное избавление. Но, как говорится, евреи вышли из Египта, но Египет не вышел из евреев. То, что было запланировано Богом перевести избранный народ в Ханаан за 40 дней, из-за недовольства и ропота они топтали пустыню 40 лет. И вот мы доходим до последних глав Второзакония. Если вы читали с вами, я просто сейчас импровизирую. Опуская множество деталей и событий за 40 лет, которые происходили с ними, мы подводим итог. И мы видим, что Моисей не получил визу в Израиль. Это еще не Израиль, но для Бога это уже Израиль. Знаете, когда 2000 лет назад, после того, когда был уничтожен Иерусалим, и стер с лица земли римской армии, не было такой страны Израиль. Была Палестина, куда устремлялись в 20-е, уже в прошлом веке, в прошлом столетии евреи, пытаясь найти себе землю обетованную, как Бог обещал. Еще не было этой земли. Но эта земля всегда была Израиль. Потому что эта земля принадлежала Богу. А Бог видел там только Израиль. Но Моисей, по определенным причинам, сказано, выше не получил визу. То есть в Ханаан, будущий Израиль, в то время. И та же самая петрушка получилась у большинства народа. 99,9% народа не смогли доказать свою недееспособность, адекватность, что ли, или что они могут войти и принадлежать тому, что Бог обещал, что это будет им принадлежать.
им не хватило веры, потому что было больше ропота и недовольства. И они все умерли в пустыне, будучи то змеями ужаленными, то с голода, то еще что-то. Поэтому, выйдя из Египта, они не достигли точки Б. Не дошли. Они все померли в пустыне. Вот так вот. Померли. Другого слова не нашел. А кто же остался тогда? Мы же читаем книгу Иисуса Навина. Довожу до вашего сведения со всей ответственностью только на родившееся новое поколение, родившееся в пустыне, которые родились там, которые не познали, они не были в рабском состоянии, не были рабами в Египте. У них не было этой привычки, которая была, та привычка, которая была у их отцов. Все время оборачиваться назад и вспоминать, как же там было плохо, но, по крайней мере, там было привычно. И у старого поколения не было веры и привычки видеть что-то иное, что Бог приготовил, хотя Бог говорил и показывал. В пустыне родилось новое поколение, видящее руку Бога, Его славу. Это не было поколение рабов, но свободных людей, не желающих разменивать свою свободу, которую они пустили ни на что, как только на то, что им предложил Бог. Это взять. И они понимали, что придется взять, придется войти, придется сражаться, завоевать эту землю, о которой Бог сказал, что это их земля по праву. И вот есть такое высказывание кого-то из проповедников относительно книги Иисуса Навина и поколения, и того поколения, которое умерло в пустыне. Старое поколение требовало от Бога чудес. Помните, да? Дай нам воды, дай нам еды, спаси, там, проведи. Почему мы не остались там? Старое поколение требовало чудес, подтверждения. Если ты Бог, подтверди это. И тогда, получая от Бога воду или перепелов, или еще что-то, исцеление, вот только тогда они двигались за Богом. Но все, кто поступал так, умерли в пустыне. Они вместо веры и доверия Богу проявляли недовольство, жалобы и ропот. Но новое поколение, родившееся в пустыне, проходящее через трудности, такие же трудности, как, но не поколение рабов, они прежде всего вначале доверяли Богу и шли за словом от Бога, не ожидая от Него чудес. Когда они двигались за Богом, чудеса приходили сами. Вот тогда слава Божия являлась. И Бог ожидает такого поколения. Поколения таковых, которые будут прежде всего доверять Богу на слово. И вот мы подошли к повествованию истории, которую я назвал, фактически она из книги Иисуса Навина, «Перейдите через Иордан». И давайте откроем тогда, если у вас есть Библия, и Иисуса Навина, 1 глава. Иисуса Навина, 1 глава. Что мы видим здесь? Бог обращается к Моисею. Мы будем какие-то вещи брать, и что-то будет выходить на экране. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу Навину, Иисусу сыну Навину, служителю Моисею: Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей ты и весь народ сей в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. Вот новое поколение. Неужели Бог не говорил этого прежде? Бог первый раз не обратился вот здесь, вот только к Иисусу, чтобы он с молодым поколением снова перешли. Нет. С самого начала, как только пришел Моисей и говорил о выходе, он говорил о земле обетованной. Он говорил о выходе, знаете, как так же были Теодор Герцель и другие сионисты, которые приходили в Европу к евреям и говорили: надо выйти, идут тяжелые времена, вы видите, поднимается национализм в Германии. И этому были другие предыстории, инквизиция, и в Испании, и в других странах. И те евреи, которых это коснулось, они оставили все, даже теряя что-то. Они уехали в Палестину.
Но многие подумали, мы граждане, мы не просто евреи. У нас еврейские корни, но мы немцы, мы венгры, мы поляки, мы другие. И мы знаем историю Холокоста и 6 миллионов замученных и уничтоженных в газовых камерах концлагерей. Бог говорил через Моисея. Бог говорил напрямую. Но они не хотели слышать. Выслали соглядатая, помните эту историю, да? Когда было выслано 12 соглядатаев, из которых вернувшиеся 10 говорили, там великаны, там страх, там ужас, там невозможно, там ковид вообще большой гуляет по Канаану. Но двое пришли и сказали, ничего этого не важно. Важно то, что мы получили в сердце, мы увидели, что великаны большие, и это как раз, что мы не промахнемся, когда начнем в них пулять. Помните, как Давид, он запулил Голиафа. Знаете, можно смотреть по-разному, можно смотреть своими глазами, а можно смотреть с Божьей перспективы на ситуацию. Можно видеть, как мир говорит, что происходит, все будет плохо, все будет еще хуже, 21 год, а вообще до 31 года осталось, а там уже вообще, скорее всего, уже кают кранты. Давайте доживем до этого, давайте будем проживать сегодняшний день, переходя в завтрашний, мы будем делать это в вере, доверяя Богу и Его Слову, что Он говорит конкретно на сегодня тебе и мне. Аминь? Аминь или не аминь? Аминь, аминь, Господь. Да, после отсидки нам нужно взбадриваться. Знаешь, зуб это временная вакцина. Это не постоянное исцеление. Нам нужно, поверьте, быть вместе. Если кто-то вы в зуме, и вам так нужно, но все, что поверит, благословение, все, что не поверит, это грех. Поэтому мы должны двигаться с Богом по вере. И смотрите, Бог избрал Иисуса Навина. Немногие из старого поколения на самом деле вошли, но мы сейчас говорим чуть больше о новом поколении. Иисус Навин избранный лидер. И вот здесь мы не будем все читать, но первая глава, чем она знаменательна, здесь Бог обращается и говорит, снова подтверждает, ничего не изменилось. Перейдите через Иордан. Вот там мой план. Мой план не остаться здесь, чтобы вы остались там, где вы дошли. Нужно дальше еще идти. Не стагнируйся, да, не останавливайся, не буксуй, не депрессируй. Если у Бога что-то еще есть через тебя для этой земли, для Якутской, нам нужно двигаться, и мы знаем в духовном свете, что мы понимаем, что не все еще закончено. Иисус Навин, 1 глава, 6, 7 и 9 стих, даже читать не буду, вам вывесят, там написано, Бог трижды обращается к Иисусу Навину и говорит, будь твердым мужеством. Будь твердым мужеством, да, не отступит, ты не отступишь твое внимание, чтение, а тут Слово Божье и далее, далее. Но трижды он говорит, будь твердым мужеством в том, в чем я тебя направляю. Мы все должны собраться с мыслями, собраться с силами, собраться с сведением, чтобы понять, если Бог что-то еще имеет, и Он еще не закончил с тобой и со мной, мы должны стоять на том, стоять как минимум, а как максимум это двигаться в том направлении, которое Бог ожидает, чтобы мы двигались. Аминь. Как вы думаете, Бог уже закончил с вами? Как вы думаете, Бог уже закончил с Якутией? Как сказал Бедин, да, мы должны быть в меру аполитичны, знаете, есть такая мудрость, не совсем отвергая политику, но прежде всего Бог. Прежде всего ищите Царство Божие и правду. Все остальное должно полагаться по мудрости. У каждого. Мы не будем туда вещать, куда тебе идти, где стоять, чем укалываться в меру мудрости. Но у тебя есть Дух Святой, у тебя есть Писание, и поэтому мы не должны торопиться, знаете, делать те вещи, которые Бог не говорил делать. Если Он кому-то сказал сделать то или это между ним и Богом. Аминь? Поэтому у нас должно быть личное отношение с Богом. Скажи личные. Личные. И они далеко не лишние, на самом деле, в то время, в котором мы живем. Они очень личные, они нам очень нужны. И Бог говорит, твердым мужеством. Сегодня я хочу, чтобы ты услышал также быть твердым и мужественным. Но сегодня мой акцент – это говорить о новом поколении, говорить о молодежи, которым нам нужно передать видение, нам нужно передать огонь. И в 9 стихе там народ, то есть Бог трижды говорит, но в 9 сам народ обращается к Иисусу Навину и говорит, точнее нет, в 9 прощении,
почти где-то в конце. В 18 стихе. Я не буду здесь, я потому что не додал его. В 18 стихе сам народ уже прилагает. Он говорит Иисусу Навину: мы с любым разберемся. Только ты веди нас. Ты будь твердым мужеством. Это уже народ как бы глаголит словами Бога через свое сердце, что только ты держись Бога и веди нас туда, куда должен вести. Чтобы мы сами не заблудились. Есть такое согласие и единство. Не вокруг чьей-то идеи, вокруг Слова Божьего. Бог сказал: перейдите, будьте сильными, будьте неотступными, твердыми. Теперь коснемся немножко чудес. Раз эта книга, она касается чудес, чуда разрушения стены Иерихона, я хочу вам сказать, это не то чтобы не главное чудо, это чудо в череде. Я хочу вам показать другие чудеса, без которых бы стены Иерихона так бы и не пали. Одно из них, это мы немножко уже как бы прочитали с 1 главы, это послушание. Это, во-первых, послушание Иисуса Навина. Он принял на себя эту ответственность, которую Бог сказал: Моисей не может больше идти дальше. Он вообще остался. И его там куда-то там на какой-то горе закопали. Где-то там. Ты теперь ведешь дальше. Знаешь, это не вопрос, чтобы мы теперь думали о ком-то из лидеров, допустим, пастор, еще о ком-то. Да, должно быть лидерство, должно быть священство. Мы, каждый из нас, в своей мере лидер для кого-то. Будь то лидер домашней группы, будь то служитель, да будь то даже в семье своей. Жена, в которой муж еще пока не в теме или близко, пока ты лидер на время, пока муж уже не в полноту. Для своей семьи ты тот лучик света от Бога, который освещаешь свой дом, освещаешь своих детей, освещаешь свою семью. Аминь. То есть Бог для тебя лидер, и ты вот этот свет, через который через тебя Бог освещает. Но смотрите дальше, да? То есть одно из первых чудес — это послушание. Это чудо на самом деле. Это даже сейчас это чудо, что мы послушаемся Богу, мы послушаемся Его Слову. Смотрите, 3 глава, это все еще касается послушания, 5 стих. «И сказал Иисус народу: осветитесь к утру, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Я опускаю детали, но если вы читали или будете сейчас читать книгу Иисуса Навина, если сравнить ее вот с Бытия до Второзакония, у Моисея было много проблем с народом. Им то одного не хватало, то попить дай, то поесть дай, то от змей спасти, то еще что-то. И они погибали. Вы знаете, в книге Иисуса Навина мы не найдем народа, который ропщет. Мы найдем народ, который послушается. Мы найдем народ, который принимает послание Бога через Иисуса Навина. И когда Иисус Навин говорил, и надзиратели говорили, там, другие, как бы, да, лидеры, наставники, они принимали, они это делали. Бог говорил в их сердце и сказал Иисус: осветитесь, очиститесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса. Что они не сделали, потому что если бы они этого не сделали, то не было бы никакого, не то что там разрушения стены Иерихона и перехода и всего остального. И вот первое чудо — это послушание. Следующее — это чудо, что они перешли через Иордан. Не было бы никакого Иерихона. Знаешь, Иерихон — это великое чудо. И Бог хочет, чтобы в нашей жизни были великие чудеса. Но все начинается с чего-то маленького. Большое послушание начинается с маленького послушания. Огромная радость начинается с маленькой благодарности. И радость — это то, что Бог делает. Аминь. И смотрите, 3 глава, вы прочитали уже 5 стих, что как бы предваряет, что Бог будет делать чудеса. И тогда говорит в 6 стихе: священникам же сказал Иисус: возьмите ковчег завета и идите перед народом. Взяли ковчег и пошли перед народом. И 8 стих. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане. Смотрите, здесь 2 вещи. Мы уже в послушании сказали, не будем возвращаться. Священники должны были первые войти в воду. Это прообраз того, что лидерство, оно идет впереди. Священники идут впереди. Заходят в духе какие-то вещи, стягивают что-то. Это тоже, что касается семьи.
духовной ответственности, да, священника. Может быть, твой муж, я как бы повторяюсь, да, еще пока не священно действует. И это не значит, что ты подменяешь, ты просто на время берешь, потому что Библия говорит, если неверующий муж, жена верующая освящает. Если муж верующий, неверующая жена, муж освящает. Освящение приходит через тебя. Это как бы Божье лидерство, это как бы Божий приоритет. Тебе войти в эти воды Божьи, чтобы тогда за тобой, по вере твоей, видя веру в твою жизнь, входили твои родные и близкие. Не в церковь. Церковь это вторично, чтобы они входили в понимание Бога и отношения через твои отношения с Ним, чтобы их это затрагивало. Не надо надеяться, что ты придешь, если тебя спасут и обработают, и будет здесь сидеть голубчик или голубушка. Придут и да, обработаются, но они смотрят, и они сканируют, и они сравнивают с тебя и с меня. Наши соседи, наши, кто окружает нас, они смотрят, если знают, что мы верующие. И нам нужно дать хорошую картину, не картинку, да, а хорошее свидетельство. И вот они, было дано слово, что они, как священники, должны взять ковчег Бога. Они должны взять ковчег. Что такое ковчег? Ковчег – это место присутствия Бога, это место Его славы. Потому что там были все, что Бог сказал, там был этот жезл Аарона, там была манна, там что-то еще было. Тут он помнит, что там еще было. Скрижаль. И Бог, когда была скиния, когда священник заходил туда, то Бог являл себя там. И они собирали каждую скинию, перемещали ее. Но знаете, иногда можно делать вещи религиозно. Ну как вроде делаешь, что-то не срабатывает, вроде бы пытаешься, как бы, да, вроде бы вещей не понимаешь, а все равно какие-то проблемы или еще что-то. Это не вопрос, это вопрос отношения, скорее всего. Смотрите, ведь от бытия, ну не от бытия, там, где они вышли там, да, от исхода, когда они вышли до второзакония, они же тоже носили ковчег. Но почему все, кто там и носившие, и исполнявшие все традиции, все ритуалы, никто из них не пошел? Ритуалы не спасают, традиции не спасают. Спасает вера в Слово Божье. Тебя и твоих детей спасет только вера в Слово Божье и послушание Слова Божьего. И сокрушение перед Богом. Аминь. Освящение перед Богом. Аминь. Аминь. Поэтому, драгоценный, если ты думаешь, что ты ходишь в церковь, и уже замечательно, это замечательно, но этого недостаточно. Как сегодня было выложено, если ты ходишь в церковь, это тебя не изменит. Это не тебя не спасет, не слушающих тебя. Но если ты, как носитель Божьей силы и благодати в своем доме и вокруг, тогда это начнет тебя менять. Люди будут видеть это. И я вам хочу сказать, верим, знаешь, за себя и за себя. Нам есть еще в чем меняться. Или я один такой, который как бы иногда потрухивает, иногда в смысле как бы, что не все знаете, считать идеально, только потому что я пастор, или мне тоже нужно сокрушаться. Мне тоже нужно видеть мои ошибки, мои согрешения, осознанные или неосознанные. Мне нужно бежать к Богу и к Его Слову. И секундочку, я открою, у меня Библия перечислится, забывающаяся. Ковчег веры – это присутствие, и они должны были войти в воды Иордана и остановиться там. И вот мы переходим, еще пока не переходим, еще здесь 4 глава, 10 стих. То есть они должны были войти в воду, стоять там. И Писание говорит, пускай тоже, что как только они вошли, вода встала. А это было время жатвы, это когда много воды. Знаете, я даже вчера когда готовился, размышлял, вот представьте, как бы, да, мы, конечно, не понимаем это, но мы верно понимаем, что вода может встать, да? Хорошо не встать. Вот когда Моисей ударил по воде, и вода так расступилась, есть много даже таких смешных картинок и мультиков, да, когда народ идет, как бы там, да, все там свящане, там, кибитки тащат, и рыбы такие там, смотрят таким удивленным взглядом, что происходит вообще, да? Там какие-нибудь две рыбки, а с этой стороны там друзья, там, семья разделенные, такие, что теперь, как бы, да? Но Бога все нормально, все. И, знаете, вот воды проступились, хорошо, непонятно как Бог может. Но то же самое мы понимаем, что вода может остановиться. Я часто не понимаю, представляете, вот вода течет, она останавливается, так она должна остановиться не вот здесь. Она вся должна остановиться где-то, туда течет.
от источника от самого, просто стопорнуться, я не знаю, как у нас и колено, да, она, знаете, берет свои истоки в Иркутской области. Каких-то маленьких крючков, которые стекаются в небольшую, потом больше, и уже большая колено, как бы, и впадает в это. Это все, нужно сказать, это зимой, только возможно у нас, чтобы все встало от Иркутской области. А это, знаете, сейчас, я специально вчера смотрел, у нас, когда мы были в Израиле, мы не удостоились убедиться, как Иордан, говорят, это такое почти такое мелкое, иногда чуть-чуть с дождями в Израиле проблемы, чуть наполняющаяся, она вообще такая вот, ну, я не знаю, там, вот, ну, не шире, наверное, вот, чем даже уже, вот, чем от стены до стены. Это еще в лучшем случае, если есть. Но в те времена, то есть она развивалась хорошо. И вот эта вся вода должна была встать. И мне, знаете, еще нравится, что евреи, когда они заходили в ту воду, в Черное море, когда расступилось, они не шли, знаете, пожиже. Ну, вода разошлась, там все что-то вот это вот такое вот, ну, от воды, как бы, да, квач, там идешь, вот это, да, там, по колено все это там. Нет, они шли как посуху. То есть, я не знаю, как дорога почти сделана, но вот, я думаю, это то же самое наподобие было. Иордан встал, земля высохла, и народ пошел. И священники должны были стоять, как бы им не хотелось. Сколько это времени было затрачено, я не знаю, но пока все не пришли, они стояли. Послушайте, сейчас мы можем думать так, что мы, пастор, должны стоять там, где они ослабевают, и они, возможно, свои ноги убирают. Я согласен, да, и аминь. Мы, как священники, должны стоять. Но сегодня в Новом Завете мы по мере, каждый должны ставить свои ноги, будь то в церкви, будь то в видении, будь то в твоей семье, будь то в твоем доме. Поставь ноги там, где Бог сказал. Потому что, когда мы читаем с Навином, он не только не сказал, перейдите через Иордан, было сказано, там, где поставите стопы ног ваших, это земля ваша. Что это говорит? Что твой дом должен принадлежать Богу. Твои дети должны принадлежать Богу. Твои дети должны не просто принадлежать, они должны служить Богу. Твой дом физически должен служить Богу. Ты хочешь благословения? Ты ищешь, чтобы Бог наполнил? Позволь, открой двери своего дома. Я не знаю для чего. Пригласи кого-то, просто верующих, просто лидеров. Открой домашнюю группу, открой свой дом. Ты хочешь, чтобы, знаешь, это комплекс. Это не работает так. Я хожу в церковь, даю десятину, почему-то все еще мои дети. Возможно, Бог еще что-то от тебя хочет. Он еще ждет твоей веры. Где-то, знаете, чтобы не просто мы по силам. Иногда по силам приходить, ну не всем, некоторым, да, и по силам даже давать. Слава Богу уже. Но вопрос веры, это когда тебе с кафедры говорят, а лишь когда тебе Бог еще подтверждает, вот это сделай. Я не знаю, что это. Дар, даяние, или твой дом открытый. Хочешь ли ты благословение видеть? Открывай свое сердце, открывай свои закрома, открывай свой дом. 50 стих. Священники, несшие ковчег, стояли среди Иордана, который не окончено было. Все, что Господь повелел. Все, не просто стоять, а все, что Господь повелел, должно было быть исполнено. Повелел Иисусу сказать народу так, как завещал Моисей Иисусу, и народ между тем поспешно переходил. Первое было послушание Богу, второе было перейти по слову, как Бог сказал, через Иордан. Они перешли, они сделали это верой. Третье – это утверждение завета. Потому что ковчег завета. И завет должен быть утвержден. То есть наше заветное отношение с Богом. Воспринимается, доходит до вас? Не до всех. До некоторых, да? Скажем, третье – утверждение завета кровью. Иисусная 5 глава, со 2 по 9 стих. В то время сказал Господь Иисусу: сделай себе острые камни, ножи и обрежь сынов Израилевых по второй раз. Сделал себе Иисус острые каменные ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном холм обрезания. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых, которые тогда родились на пути, и которые, вышедших из Египта, не было тогда обрезаны, всех их обрезал Иисус. Весь народ, вышедший из Египта, мужеского пола, все способные к войне, умерли в пустыне, на пути могли воевать, но умерли по исшествию из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Ибо снов Израиля 42 года ходили по пустыне,
Если говорят, что не 40, а 42 даже. Поэтому многие и не были обрезаны. То есть не до того им было. Много ропота было. Доколе не перемер. Вот так написано, не перемер. Но у меня не перемер. Не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали гласа Господа, не слушали, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, ропчешь, не увидишь, который Господь клятвой обещал отцам их дать нам землю, где течет молоко и мед, а вместо их воздвиг сынов их. Стих обрезал Иисус. Немножко пугающе, если я сейчас читаю. Ну, конечно, если смотреть в ракурс Ветхого Завета, мы же всю Библию принимаем, да? Дойдем до конца. Ибо они были не обрезаны, потому что, как родившиеся на пути, не обрезывали. Когда весь народ был обрезан, оставался он в своем месте в стане, доколе не вызовет было время для восстановления, и сказал Господь Иисус: ныне я снял с вас посрамление египетское. Почему и называется то место Галгал даже до сего дня? Знаешь, прежде чем обрезать кого-то, своих детей, ограничивать в чем-то, нам нужно научиться обрезать себя. Если мы сами в чем-то не обрезаны в доме, и есть наследие от Египта, сколько бы ты там не наставлял своих детей жить правильно, начни жить правильно сам. Аминь или не аминь? Мы, конечно, слава Богу, уже не курим и не пьем, и здоровенькими не помрем, наверное, но мы должны наставлять детей в вере. Если есть какие-то вещи, которые нам неудобно смотреть, не говорить какие-то вещи, не поступать, а еще больше лучше не просто не делать чего-то, а быть примером детей, делать что-то, быть служащими для Господа, там, где ты можешь это делать, будь то молитва в своем доме, будь еще что-то. А не просто говорить детям там, да, пойдем в церковь или еще. Мы не просто идем в церковь, мы должны быть в церковь. И смотри, нам нужно место и время для обрезания. Они не умерли, потому что были не обрезаны. Не обрезание, суть проявления их ропота и блудовства, это суть проявления их рабства внутри них. Из Египта вышли, и Египет не вышел. Мы должны разбираться с Египтом. С Египтом мы должны разбираться с рабством, со всеми похотями и грехами, которые на нас восстают, с ленью, с ложью, с ропотом, с недовольством, чтобы это не перешло на наших детей. А если переходит, позволь Богу обрезать. И тогда Он будет обрезать и твоих детей. Обрезанный ты, обрезанный Богом. Возможно, через тебя, через твое увещевание, через Божью любовь. И вот здесь тогда кровь, написано, без крови не бывает прощения. Кровь – это знак завета, кровь – это знак прощения. Ибо написано, с вас снято посрамление, рабство, посрамление египетское. Утверждение завета кровью, поношение снято. Потом позже, я немножко пропускаю, они принимают Пасху. Это первая Пасха уже нового поколения. После, это не просто Пасха в земле, традиция, это Пасха после снятия, поставления, после освящения. То есть они сделали, что Он сказал. Манна перестает падать. Это то, когда перестает действовать благодать, как халява. Но на халяву нужно, что Бог это сделает. Бог им сказал самим перейти. Не то, что Он их переведет через Иордан. Сами священники вошли, все взяли, что могли. И после того момента уже не было ни столпа облачного, ни огненного. Манна перестала. И вот что происходит с Навином, 5 глава, с 13 по 15 стих. Не раньше послушания, не раньше ковчега, не раньше завета, не раньше крови и обрезания, не раньше Пасхи. Именно Божий порядок. Божий порядок. Чудес, даже чудеса имели порядок. И 13-15 стих 5 главы. Иисус, находясь близ Иерихона, то есть у них время вот этого восстановления, Он прошел пройтись, помолиться, может быть, рассмотреть. И Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, вот стоит перед ним человек, в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: наш ли ты или из неприятелей наших? Он сказал, только он увидел: нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. А дальше описывается поведение Иисуса. Иисус пал лицом своим на землю и поклонился ему, и сказал ему: что Господин мой скажет рабу своему? Вождь воинства Господня сказал Иисусу: сними обувь свою твою с ног твоих, ибо место, на которое ты стоишь, свято. Иисус так и сделал. Знаете, есть разные мнения, что вот до кого встретил Иисус Навин, это был один из ангелов. Возможно, архангел Михаил пришел как-то взбодрить Иисуса перед тем, как они пойдут на Иерихон.
Но есть стопроцентное мнение, что вождь воинств Господних это не Михаил Архангел, не Гавриил, не другой какой-то величавый ангел или архангел или серафим. Это был Иисус, которого в Новом Завете мы величаем Христос. Тот, который был с Отцом от рождения. Я не буду ходить далеко в богословие, но почему это не ангел? Потому что всякий раз, когда ангелы встречали Божьих мужей, и мужи, пытаясь от страха пасть, поклониться, ниц, ангелы говорили: ты не можешь передо мной поклоняться. Поклонение принадлежит только Богу. Это явился Бог, в лице которого не узнал Иисус Навин. Потому что Иисус Навин это как бы прообраз Иешуа, Иисуса Спасителя. Это пришел тот, который возглавляет все воинства. Послушай, ты можешь не узнать Иисуса, но Он может приходить к тебе в разном образе, в разном виде, через Слово, через послание, через сон, через Дух. Но Он будет с тобой рядом, чтобы ободрить тебя перед твоими битвами. Даже если твои битвы тяжелые, тебе кажется все плохо, Он с тобой. И тогда это маленькая вставочка такая для вас. Вождь воинства Господне сказал Иисусу: сними обувь твою с ног. Он принял это поклонение и подтверждает, что это святое место. Ибо место, в котором ты свято, Иисус так и сделал. Иерихон заперся, был заперт, страх снов Израиля, никто не выходил. И вот мы переходим к следующему чуду. Снова послушание нового уровня. Это 6 глава. Я просто опущу, не буду читать, но что происходит потом? Встреча была не случайная. Это не была просто встреча: привет, привет, ой, Господи, это ты, пал ниц, Господь, место святое, там у них была особенная встреча, и был инструктаж. И потом Бог начинает в 6 главе говорить Иисусу Навину, а Он начинает говорить народу. И Он говорит: вот стены Иерихона, я сейчас специально пытался найти, но нету, знаете, такой четкой картины Иерихона, как он был, как он уже был разрушен. То есть есть предположение по раскопкам. Там, я пытался понять, сколько его, вчера не нашел, просто извините, да, какая его была окружность, как бы, да, в смысле, вот территория, что, а сколько они обходили в километрах, но, вероятно, было долго. Поэтому они 6 дней, Библия говорит, должны были обходить кругом Иерихон, 1 день, 1 обход. 1 день, 1 обход, и так 6 дней. Но было условие: впереди, опять же, должны были идти священники, и они должны были нести ковчег завета. Подтверждение, что Бог, Он присутствует со своим народом. Знаешь, Бог хочет подтверждения в твоей и моей жизни, Его присутствие, что Он есть в твоей жизни. Реальное присутствие. Как? Я не знаю. Это как-то будет в твоем доме, в твоих финансах, в твоем здоровье во имя Иисуса. Бог хочет проявить себя, чтобы это было явно. По крайней мере, хотя бы тебе. Может быть, пока еще не понимают другие. И вот они делают круг, но было условие: все молчат. Молча. Это было очень важное определенное условие. Представьте, да, есть такое, да, вот, шутливое выражение: там, где 2 еврея, там 3 мнения. А мы же наследники, да, от Авраама, как бы евреи. Знаете, мы, христиане, любим поговорить, евреи любят поговорить, столько евреев, ученых, философов, там, всяких разных известных актеров. То есть это просто, наверное, в них, чтобы закон Божий распространять. Но не все не распространяют, некоторые распространяются, кто очень распространяется, да? Бог, возможно, понимая и зная, что, может быть, не на первый день, но на 3-й день на жаре ходить, они начнут между собой шептаться, начнут высвобождать, возможно, это неверие, как бы, да, как это было до Иордана, вот в той пустыне. И они должны были это послушание, это еще новый уровень послушания, не просто принимать то, что Бог говорит, поступать так, как Бог говорит, даже не понимая, но Бог это сказал. Аминь. Поэтому тебе важно не просто читать, тебе важно слышать то, что Бог тебе сказал. Будь то о бизнесе, будь то о браке, будь то еще о каких-то других ситуациях в твоей жизни. И вот они должны были 6 дней проходить, и на 7-й день они должны были сделать 7 кругов. Представьте, 1 день на жаре, и опять молча. Какое нужно иметь, не то что иметь, они даже тренировали это терпение там. И что последнее было им сказано: вот когда вы закончите 7-й круг, вот тогда священники его срубят,
Знаешь, а трубы это всегда прообраз ангелов. Ангелы, они трубят, говорит Библия. Когда ты с неба провозглашаешь клич веры, небо будет отвечать. Ты трубишь, ангелы будут тебе вторить. Ты провозглашаешь, ты связываешь здесь. Это связывается на небесах и возвращается ответом. И они начали кричать. И знаете, это не было просто такой суматошный крик уже от жира, от усталости, там уже на все пересохло. Но это был крик в одном, это был крик в единстве. Как это музыканты в одном аккорде. Это когда люди поют, они не просто поют лишь бы петь, они поют, слыша себя и слушают соседа, чтобы не было диссонанса, чтобы не было дисгармонии. И тогда, чтобы не было какофонии, вот это правда, что музыкальное слово, но чтобы была гармония, аккорд. Вот это ожидает Бог, что народ будет провозглашать как в одном, говорим как одном, думая, провозглашая. И тогда стены Иерихона пали. Поэтому послушайте, сегодня мое послание не о том чуде Иерихона, когда стены упали. На самом деле, если бы не было чуда послушания, если бы не было чуда завета, если бы не было веры и чуда перейти через Иордан, и не было послушания, обрезания, и крови, и Пасхи, и снятия посрамления, ничего бы не было. Знаете, может быть, это новое поколение, они молодые, они сильные. Да, они были сильные, слава Богу. Но даже Библия говорит, Исайя 40 глава, не ошибаюсь, последний стих говорит, что даже молодые люди, они падают, и они ослабевают, и теряют силу, но уповающие на Господа. Не вопрос твоего возраста, а вопрос того, что когда у тебя еще есть возраст и есть сила, даже у тебя когда есть 70 и скоро 80, у тебя все еще может быть сила уповать на Господа. Аминь. Ты все еще можешь дать фору молодым. Некоторым. Поэтому не молодость играет, но играет я новое поколение. Я поколение хождения с Богом. Но может я еще заметил. То есть я хочу говорить сегодня, сказать, фактически моя мысль, чтобы наша молодежь, она могла пойти дальше, чем мы. Она могла перейти через какие-то ограничения. Не потому что мы те, которые скоро умрем в пустыне. Нет, нет, не об этом речь. Мы уже умерли в той пустыне. Мы те, которые тоже перешли. Почему? И я хочу вам сказать, моя сегодня проповедь не о молодежи, которая для нас сказала, здесь нас двое, а 1000 там. Чтобы 1000 были здесь, и парочку, не знаю, что делать, слонялись там. Не понимаю, как они, что пропустили, когда уже здесь все прошли уже эти митинги. Пусть они проспят все свои митинги, но однажды проснутся с пониманием, мне нужно быть с Богом, мне нужно следовать за Богом. И тогда мы хотим, чтобы молодежь в церкви, она была способна понести факел, взять эстафету, гореть. Послушай, это не произойдет само по себе, что мы просто хотим этого, даже можем помолиться за это. Потому что сегодня проповедь, она о том новом поколении, которое перешло через Иордан. И там, знаешь, там была парочка все-таки, парочка безбашенных старичков, которым было под 80, который один из них, эти двое, которые, помните, они ходили, 12 ходили, 10 говорили, нельзя, пропадем, но двое говорили, Бог приготовил для нас такое классное место. Это были Халев и Иисус Навин. И Иисус Навин, знаете, мы не читаем о нем в самом начале, я же немножко испугался, готовился, а куда он потерялся, неужели он где-то? Нет. Мы видим, где он говорит, дайте мне еще гору, я еще, земля нужна, мне территория нужна, я для всех воевал, мне еще свою надо. И он там еще позиции имеет, и он там еще там один из лидеров. Знаешь, вот такие должны быть старички. Не те, которые, знаешь, доковыляли до края. Все, теперь мой стоп, теперь моя граница, теперь пенсия. Значит, ты на пенсии можешь гореть. Аминь. Я рад тем пенсионерам, которые не пенсионеры подставить, пенсионерам в мире, которые вышли на пенсию, все и загибались, но пенсионеры Духа Святого, которые промаливают своих внуков, которые верят за своих детей, которые верят за пробуждение в церкви. Аминь. Которые, я понимаю, я сейчас не хочу никого напить, это просто мысль такая, когда у нас есть ограничение там 65+, и если ты от Бога имеешь 65+, не ходить, сидеть дома, смотреть Zoom, да нет проблем. Ты имеешь с Богом, если на самом деле Бог имеет другой путь, а ты не идешь, тогда ты в непослушании. Тогда у тебя прикрытый ропот. Не потому что это пастор говорит, потому что есть те, кто идут. Ну пусть будет все в балансе. Твои отношения с Богом. Аминь.
И ты знаешь, куда идти, ты знаешь, что делать. И тогда тебя будут сдерживать, но ты пойдешь молиться за молодых людей, молиться за людей в этом городе. И поэтому я хочу сказать, моя проповедь сегодня о поколении тех старичков, которые говорят, чтобы передавать, как Халиф Иисус Навин, и тех молодых, которые готовы взять эстафету и понести ее. И тогда уже завершая, если можно, тон сыграть. Играет? Никто не играет. Все музыканты. Нам нужно верить, чтобы у нас было с запасом молодого поколения, или даже пенсионеров, но горящих и могущих. Лиза, можешь ты? Давай, выходи. Выходи, Грачик. Давай. Я вызов тебе просто, выходи. Инстаграм сам сейчас выходи. Давай аккорды какие-нибудь. Надо начинать. Вот так будем начинать. Высвобождать. Благословляю тебя. Что еще я заметил? Здесь просто буквально повторяется. Мы можем посвятить послание, собрание молодежи. И она важна для будущности. Есть планы Божьи. Но также, что мы читаем книги Иисуса Навина, этому поколению было предназначено принять этот Божий вызов, выйти из Египта, войти в обетование Бога. Но все закончилось бы печально. Все бы там померли, как мы читали, да? Но были те, которые вынесли с собой этот огонь и вывели эту молодежь. Это были Иисус Навин и Халиф. И поэтому мое послание сегодня не только поколению Next, будущему, молодежи, но тем, кто может и готов передавать этот огонь. Последняя, Малахия 4 глава. Последняя сегодня, Малахия 4 глава. Это последняя книга, пророческая книга. Потому что Малахия был пророк, он не просто говорил, что говорит. И это пророчество нам сегодня касается. 4 глава и 2, и 5, 6 стих. А для вас, благоговеющие пред именем Моим. Он не говорит, а для вас, те, кто еще может, те, кто еще имеет силы, те, кто молод, те, кто еще не сдался. Он говорит, для вас, это не касается возраста. Но если ты благоговеешь, если ты уповаешь пред именем Моим, вот пред таким взойдет солнце, правда и исцеление в лучах Его. Если тебе нужно исцеление, если тебе нужно исцеление в твою семью, в финансах, в здоровье, ты ищешь, где такие ответы? Может, ты на YouTube идешь, там слушай проповедников. Я тебе скажу, ответ простой. Начни говорить перед Богом, начни его искать. Нам нужно церковь взыскивать Бога лично и вместе. Он говорит, тогда будет исцеление. И вы выйдете, и не просто выйдете, уже не только стоять будете, вы уже стоите, да? Выйти надо, и вы взыграете, как птенцы упитанные. Знаешь, чего не хватает этому городу? Почему люди выходят, и они бузят, и они бунтуют? Потому что им чего-то не хватает. Им не хватает денег, им не хватает радости, им не хватает правильного отношения к ним. Но если бы они встретились с Богом, я вам просто советую, я не знаю, кто выкладывал или нет, еще раз пересмотрите. Есть хорошие фильмы на Ютубе. Дух Святой один, Дух Святой, да, один из последних. Иисус в тебе. Там, где молодые люди идут и находят больных. Просто спрашивают, они не видят коллег, они подходят. Слушай, у тебя, они слушают духа. У тебя есть что молиться. Я чувствую, у тебя спина, или у тебя нога. И они молятся. И они не